противоречит теория, о которой мы говорим везде и в данный момент везде, что все-таки учись, работай над собой, чтобы действительно развиваться, потому что, изменяя себя, ты изменишь свой бизнес, развиваешь, твой бизнес не будет больше твоего уровня понимания. Не будет ли это противоречить, что человек, который слышит нас сейчас с вами, он будет думать: о, теперь я буду сидеть, буду ждать везения, когда везение придет. Или все-таки, работая над собой, те люди, которые, например, то, что вы сейчас сказали, вот видели это, точку роста капитализации, те люди, которые правильное направление выбрали, или, может быть, они, работая над собой многие годы, они были готовы к этому везению. Нет, смотрите, большая часть миллиардеров, я бы сказал, 90, может быть, 5%, они случайно оказались на том месте, которое растет. То есть, ну, экономика растет, какие-то отрасли растет, а он оказался здесь хозяином этого предприятия. Этот оказался здесь, этот оказался здесь. Смотрите, вся жизнь заключается в том, что везение поймать сложно, и это больше вопрос случайности. Но в чем заключается, чем мы вообще должны заниматься? Я бизнесменам в основном тоже говорю. Вот все бизнесмены гоняются за маржой, за размером прибыли. А я говорю, гоняться надо не за размером прибыли, а за вероятностью ее получения. Условно, я предпочту заработать условно $10 тысяч с вероятностью 99%, чем заработать миллион с вероятностью 5%. Шансы, когда меньше, скажем так, а шансы вероятности 99%. Более ты уверен, что 100% ближе будет. С вероятностью 99% заработать 10 тысяч, это гарантированно, это не убыток, это гарантированно прибыль. Да. А там с вероятностью там, 5% от миллиона, да, это кажется там миллион большой, но все равно не то. Здесь вопрос в чем еще очень важный момент. Когда вы работаете над собой и занимаетесь самосовершенствованием, вы увеличиваете вероятность нахождения точек роста. Вот она. Значит, готовите себя к этому. Да, потому что вот здесь мы приходим, у меня есть еще такое высказывание. Успех – это когда возможность встречается с подготовленностью в условиях высокой мотивации. Вот три вещи. Возможность, подготовленность, но причем они все взаимоусиливаются. Смотрите, чем выше ваша подготовленность, это как дорога в гору, тем больше возможностей вы видите, тем больше возможностей вы можете использовать. И вот вы в гору поднимаетесь, на вершине горы у вас открывается вообще большой простор, а у подножия горы маленький простор. Вот когда вы занимаетесь саморазвитием, вы поднимаетесь в гору, и у вас больше и больше возможностей открывается. Вы готовите себя, и еще три составляющие, и мотивация. Мотивация очень важна, потому что когда человек поднимается в гору, на каком-то моменте он останавливается и говорит: мне хватит. Да. И вот он хоть видит возможности, и он подготовлен, но их не использует, потому что он говорит: ну зачем, мне хватит. То есть он достиг своего определенного уровня. Поэтому мотивация здесь очень важна. Еще очень большая ошибка большинства предпринимателей, особенно молодых, заключается в том, что когда им нужно делать бизнес или заработать деньги, первое, что они начинают делать, они начинают бегать в поисках новых возможностей. А я говорю: ребята, возможности – это как река. Каждый день приходит огромное количество возможностей всем людям одинаково. Просто какие-то люди не видят этих возможностей, какие-то люди видят эти возможности, но не могут использовать, потому что у них нет ресурсов, у них нет знакомых, у них нет финансов, у них нет знаний, как эти возможности можно использовать. Либо команды нет, либо команды нет и так далее. Поэтому возможность, когда день приходит, надо заниматься не поиском возможностей, надо заниматься своей подготовленностью. А когда ваша подготовленность будет расти, возможности автоматически будут в вашей жизни увеличиваться. Как хорошо сказать. Автоматически. То есть их не надо бегать и за ними бегать и искать. Они каждый день приходят, уходят, приходят, уходят. И это бесконечный поток. И не надо искать там новые идеи и так далее, и так далее. Они все равно придут. Если ты готов, они придут. Это особенно заметно, когда ты инвестор. Дело в том, что когда ты бизнесмен, ты это не замечаешь. А когда инвестор, я, например, никуда не бегаю, я проекты не ищу, я только сижу и жду. Они сами придут. Они приходят. Да. Скажите, пожалуйста, вот бизнесмен, инвестор – это разные люди, да? Вот, это действительно разные люди. Может быть один человек и бизнесменом, и инвестором?
Или не стоит это делать? Но смотрите, это не столько разные люди, это разные стулья. Ага. Здесь есть, работает такое правило. Точка сидения определяет точку зрения. Ага. То есть, смотрите, мы на этот стол смотрим, для меня этот стол одна картинка. С вашей позиции этот стол имеет другую картинку. Да. То есть в зависимости от того, где ты сидишь. Так вот, если вы бизнесмен, то вы на вещи будете смотреть по-другому. Инвестор по-другому. И таких противоречий на самом деле очень много. У меня есть целый список. Соответственно, на этих двух стульях сидеть одновременно нельзя. Я не рекомендую. Не рекомендую при условии, если вы хотите достичь больших результатов. Если вы хотите быть посредственным бизнесменом, либо посредственным инвестором, вы можете сидеть на двух стульях. Почему? И вопрос, когда определяется, когда нужно выбирать. Ага. Смотрите, да, вы можете, обычно как, бизнесмен зарабатывает деньги, растет, у него денег становится больше, бизнес становится больше, и он потом думает, мне надо диверсифицироваться. Да. И он берет эти деньги, начинает инвестировать в другие отрасли. В результате вся жизнь, на самом деле, она состоит из энергии, а энергия управляется вниманием. Да. Бизнес, когда его растет, у него внимания на инвестиции не хватает, и инвестиции умирают. Они там потеряют там. Да, его там кидают, там убытки и так далее. Таких бизнесменов я много встречал. Да. Либо бывает, он уходит в инвестиции и начинает здесь работать, но тогда у него бизнес начинает загинаться. Да. Вопрос во внимании. Если у вас маленький бизнес и маленькие инвестиции, у вас внимания хватает, вы можете параллельно вести. Но в какой-то момент вырастет либо бизнес, либо инвестиции, и вам нужно уже принять решение, на чем концентрировать внимание и от чего отказаться. Вот этот момент, какие-то показатели есть, переходный момент? Показатели, они не фиксированные. Опять-таки, зависит от эффективности человека. Ага. Чем эффективнее человек, тем больше он может параллельно работать. Ага. Просто в какой-то момент даже у эффективного человека внимание ограничено, уже не хватает. Ему все равно придется в конце принимать решение. Либо он бизнесмен, либо он инвестор. Выбрать одно. Да, потому что, смотрите, основная цель инвестора, бизнесмена – заработать деньги, а основная цель инвестора – сохранить деньги. Это разные вещи. Это как, знаете, должности главного бухгалтера и завсклада. Один человек может и главным бухгалтером быть, и завскладом. Но в конечном итоге все плохо закончится, потому что это конфликтующие должности, они друг друга должны контролировать. Постоянный контроль должен быть. У вас сейчас несколько направлений. Вы его, как сейчас структура у вас?